أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي. مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي. صحابة أحمد رضوان ربي. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху, который надлежит величию Его лика и Его великой власти. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, одного, и нет у Него сотоварища, вечно живого, сущего. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Воистину Аллах не спит, и не подобает Ему спать. Он принижает и возвышает. К Нему поднимаются дела ночи, к Нему поднимаются дела ночи перед делами дня, и поднимаются дела дня перед делами ночи. Его завеса свет. Если Он приоткроет ее, то от сияния Его лика будет сожжено все, докуда простирается Его взор. Пречист Он, пречист Он, пречист. Я свидетельствую, что наш Господин Мухаммад, Его раб и посланник, яркий и сияющий светильник, лучший из пророков по своему положению, лучший из пророков своими речами, завершающий и последний из них, запечатанный мускус, освободивший от оков и пут, призвавший к наилучшим словам, деяниям и положениям. Всевышний Аллах отправил его перед судным днем с правильным руководством и религией истины, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения и освящающим светочем. Им Он запечатал послание, посредством него вывел из заблуждения, искоренил через него невежество. Посредством него Он раскрыл глаза слепцам, уши глухим, распечатал закрытые сердца. Он поклонялся своему Господу, пока его не призвали. Совершал джихад на пути Аллаха, пока не скончался. Все дни и ночи претерпевал горечь и грусть, шагая по углям козней и затруднений. В поисках пути для наставления заблудших, указания растерянным, пока не научил невежду, не исправил сбившегося, пока не даровал безопасность боящемуся и переживающему, и до тех пор, пока не распространил свет истины и благо единобожия и веры. Подобно тому, как солнце рассеивает свои лучи днем. О Аллах, воздай ему за нас лучшим из того, чем Ты вознаграждал пророков за его умму, а посланника за донесение его призыва и миссии. О Аллах, благослови и приветствуй его семью, сподвижников, тех, кого он любил, и всех тех, кто последовал за его руководством, поступал согласно его сунне, и шел по его стопам вплоть до самого судного дня. А затем, да приветствует вас Аллах, дорогие братья и уважаемые сестры. Пусть все у вас будет хорошо, и пусть каждый из вас займет свое место в раю. Я прошу Всевышнего Аллаха, который собрал нас в этот благословенный час на повиновение Ему, чтобы Он также собрал нас вместе с Господином проповедников, имамом прямого пути и светочем во мраке тьмы, в Его раю, в Его обители. Воистину, только Он в состоянии сделать это, и Он является покровителем всего. О те, кого я люблю ради Аллаха, дорогие братья и сестры, у уммы, которая не знает своего прошлого, не будет настоящего. Умма, которая забыла свои прошлые достоинства,
не получит будущего. И если изучение прошлого только для того, чтобы плакать, завывать и рыдать, это занятие бездельников, то насмешка и издевательство над нашей историей и тем благом, достоинством и светом, который в ней содержится, это занятие невежественных завистников. Всеми возможными способами наши враги пытались создать нам препятствия, преграды и барьеры, поставить их между нашей уммой и ее славным и блестящим прошлым, чтобы она не смогла подчерпнуть из этого прошлого свет, который бы осветил ей дорогу, чтобы умма не извлекла для себя из прошлого факел, который бы снова разжег для нее солнце жизни, чтобы умма не вдохновилась из своего прошлого чистой, непорочной кровью, которая вновь бы забилась в жилах нашего будущего, в жилах новых мусульманских поколений и в наших детях. В то время, когда все общины Земли гордятся своей историей, гордятся своими сынами и героями, община, которая более других достойна гордиться своей историей по свидетельству Аллаха, Аль-Азиза, Аль-Гаффара, могущественного и прощающего, это умма нашего избранного пророка, о которой Всевышний Аллах сказал: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества». Наша умма, как я уже говорил, лучшая не сама по себе, не по своему происхождению или расовой и национальной принадлежности. Нет, она лучшая из-за веры в Аллаха и Его посланника, и из-за того, что нашей умме выпала честь доносить это послание до людей всей земли, вплоть до самого судного дня, когда Аллах унаследует землю и то, что на ней. Господь миров сказал: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». Да, со всей уверенностью, самым громким голосом я скажу, что на протяжении своей истории наша благословенная умма порождала мужчин и женщин, на чью славную, благоухающую и прекрасную биографию история взирает с почтением, уважением и иногда даже с изумлением. Невозможно сказать точное число этих достойных благородных мужчин и женщин, потому что их число подобно жизненному пульсу и дыханию времени. А дыхание времени и жизненный пульс сосчитать невозможно. Мы легко можем сорвать один цветок в безжизненной пустыне. Однако сложно будет выбрать красивый цветок в большом саду, который включает в себя все виды цветов и разновидности ароматов. Очень легко можно увидеть звезду на небе, которая сверкает невинно и чисто, но сложно будет сосчитать количество всех звезд на небе. Так пойдемте же, любимые братья и сестры, чтобы провести этот вечер с одним из имамов и предводителей, с одним из светочей во мраке тьмы, в этом благородном цикле передач, которые я веду не для того, чтобы просто рассказывать истории. Нет, я веду их с одной стороны для назидания. С другой стороны, через него я показываю воспитательный манхадж, методологию, а с третьей стороны, я рассказываю о реальных примерах для подражания. В то время, когда мало с кого можно брать пример, и когда многие ничтожества выдвинулись вперед в качестве образца и примера, которому якобы нужно подражать. Пастух охраняет овец от волка. Так что же будет, если волки съедят пастухов? Так давайте же приступим к нашему разговору как можно быстрее, пока стрелки часов не подгоняют нас, как это происходит с нами каждый вечер. Я скажу, в этот вечер мы встречаемся с великим имамом. Пойдемте со мной, чтобы послушать и посмотреть, встретиться сердцем с этим великим факихом, на языке и сердце которого текла истина, с имамом, который был подобен Умару. Вы окажетесь перед имамом, подобным Умару. Да, он был скромным в своей силе, сильным в своей скромности, милостивый в своей суровости и строгий в своей справедливости. Это тот, кто жертвовал своей жизнью ради ислама. Благородный герой, который научил весь этот мир истине геройства, чести и жертвенности. Это блестящий оратор, красноречивый, красиво говорящий, воспитанный и просвещенный, от чьих слов содрогается мир. Его речь выходит с его уст, подобно свету, который рассеивает мрак. Это ученик из пророческого дома, который с раннего детства воспитывался в доме пророка, Аль-Мустафы, и этого достаточно. Клянусь Аллахом, даже если я скажу только это, этого будет достаточно. Того, что он ученик дома пророка, который с раннего детства воспитывался в доме Аль-Мустафы, да благословит его Аллах и приветствует, и этого достаточно.
Это воспитанник, ученик пророческого дома, который был воспитан в доме пророка Аль-Мустафы. И этого достаточно. Я специально и преднамеренно повторил эту фразу трижды. Да, уважаемые зрители, сегодня вечером мы встречаемся с великим имамом. В один из дней ему пришлось упомянуть перед недостойными людьми о своем положении и разъяснить им, насколько оно высоко. Тогда он сказал: «Пророк Мухаммад мой брат и мой тесть. Хамза господин Шахидов мой дядя по отцу. Пророк Мухаммад мой брат и мой тесть. А Хамза господин Шахидов мой дядя по отцу. Джафар, который парит в раю вместе с ангелами, сын моей матери. Дочь пророка Мухаммада, мой покой и моя жена. Моя кровь связана с ее кровью. Два внука пророка Мухаммада, мои сыновья от нее. Так кто из вас имеет долю, подобную моей?» Да, это одерживающий победу лев Аллаха, Али ибн Аби Талиб. Да будет доволен им Аллах. Клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества, что каждый раз, когда я рассказываю про Али, да будет доволен им Аллах, и возвращаюсь к книгам, чтобы вновь прожить мгновение с этим великим имамом, с шахидом, с которым поступили несправедливо. Я чувствую, клянусь Аллахом, я чувствую, клянусь Господом Каабы, что мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. Ведь я рассматриваю жизнь, полную боли и надежды, слез и улыбок, бед и несчастий, нужды и благоденствия, побед и поражений, радостей и плача. В то время как его биография обрушивает на нас волну скорби, она также наполняет нас величием, благоговением и уважением. Старая арабская пословица гласит: «Кто удобряет землю, тот приобретает благо». Клянусь Аллахом, когда я говорю о несущем победу льве Аллаха, эту пословицу можно перефразировать и сказать: «Кто удобряет землю, тот приходит в недоумение». Потому что попытка кратко изложить жизнь этого имама за 1 час крайне сложна. Это сложная попытка, особенно если учитывать, что его жизнь была полна бед, несчастий, величия и щедрости, как я уже говорил. Я не буду надолго останавливаться перед первой частью его благословенной биографии. Я расскажу стадии, которые закончились тем, что он пал шахидом. Той частью, которая завершилась убийством Аль-Хасана и Хусейна, и многих сахабов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и да будет доволен ими всеми Аллах, и соберет нас вместе с ними в райских садах блаженства, ради нашей любви к ним. Несмотря на то, что у нас нет достаточно благих дел, воистину Он является покровителем это и способен это сделать. Любимые в Аллахе братья и сестры, Али, да пребудет над ним довольство Аллаха, принял ислам, когда ему было 10 лет. Он был еще мальчиком. Он жил там, в доме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он стоял за посланником Аллаха, чтобы слушать Коран из его уст, да благословит его Аллах и приветствует. Вместе с матерью правоверных Хадиджей. Ат-Тирмизи привел хадис с хорошим иснадом от Зейда бин Аль-Аркама, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Али — первый, кто принял ислам». Между этим хадисом и другим, который мы приводили ранее, нет противоречий о том, что Абу Бакр первый, кто принял ислам, а Али, да будет доволен им Аллах, это первый, кто из детей принял ислам. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, первый из мужчин. Хадиджа, мать правоверных, да будет доволен ею Аллах, была первой из женщин, которая приняла ислам. Представил ли ты вместе со мной этого благословенного маленького мальчика, который в одиночестве стоит за добрым вестником и увещевателем в доме матери правоверных Хадиджи, чтобы совершить намаз вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в первый раз? Он слышит Коран голосом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он один, вместе с матерью правоверных Хадиджи. Насколько же велико это достоинство? Али — первый, кто принял ислам из детей. В день хиджры, и я прошу прощения за это быстрое перемещение вперед, в день хиджры Али было примерно 23 года. Он спал в постели пророка, да благословит его Аллах и приветствует, накрывшись зеленым хадрамаутским плащом пророка. Он абсолютно точно знал, что то, что он делает, крайне опасно и рискованно.
Он знал, что мушрики обязательно подберутся к нему. Однако он был готов укрыться не только зеленым хадрамаутским плащом пророка, но и кровью, ради того, чтобы защитить его и пожертвовать своей жизнью ради своего возлюбленного, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Да, Али, да будет доволен им Аллах, показал нам в день хиджры, насколько же огромная разница существует между тем юношей, который жертвует собой ради помощи религии Аллаха, и посланнику Аллаха, между юношей, который жертвует жизнью ради душевной похоти, презренного и жалкого каприза. Да, так пусть молодежь нашей уммы научится у этого благословенного юноши, у Али ибн Аби Талиба, у льва Аллаха, который жертвовал собой ради религии Аллаха, помогая посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В 7-м году по хиджре, во время похода на Хайбар, в полном блеске предстало геройство льва Аллаха. Ясным стало его место, которое он занимает перед Всевышним Аллахом и перед его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, а также перед мусульманами и верующими, правдивыми и любящими друг друга, которым сказал господин пророков: «Тот, кому я друг, тому и Али друг». Да, мы объявим всему миру, что Али наш друг, и что мы пытаемся приблизиться к Всевышнему Аллаху через нашу любовь к Али. Никому не надлежит заявлять, что он любит Али и семейство любимого пророка больше, чем Ахли Сунна. Если такой-то мусульманин на земле, который не приближается к Аллаху через свою любовь к Али, который не приближается к Аллаху через свою любовь к Аз-Захре, не приближался бы к Аллаху посредством своей любви к Аль-Хасану или Хусейну, нет, клянусь Аллахом, мы объявим всему миру как можно громче, что Али наш друг и господин, потому что наш возлюбленный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кому я друг, тому и Али друг». Посланник Аллаха наш господин, и Али наш господин. Мы покоряемся Аллаху в любви к Нему и приближаемся к Аллаху через любовь к Нему. Мы просим Аллаха собрать нас вместе с Ним, с сахабами посланника Аллаха из-за нашей любви к Нему и им. Даже если мы допускаем упущения в наших делах, любимый пророк возвещает нам, говоря: «В судный день человек будет с тем, кого он любил». Мы свидетельствуем перед Всевышним Аллахом, что мы любим посланника Аллаха, Абу Бакра, Умара, Усмана, Али и всех сподвижников возлюбленного пророка. Мы просим Всевышнего Аллаха воссоединить нас вместе с ними из-за нашей любви к ним, даже если у нас нет столько дел, сколько у них. Воистину Он может это сделать. Да, Хайбар был укрепленной иудейской колонией. Последняя крепость иудеев при чистой пророческой Медине. Это было одно из самых неприступных иудейских поселений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял в осаду Хайбар. И осада продолжалась долго, пока сподвижники нашего избранного пророка не ощутили тяжесть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал свои красивые и блестящие слова. Он сказал: «Завтра я вручу знамя человеку, от руки которого Аллах дарует победу. Он любит Аллаха и Его посланника, и Аллах и Его посланник любят Его». Я повторю, и послушайте вместе со мной очень внимательно. Послушайте внимательно. Вникните в эти слова. Пророк правдив, и он не говорит по своей прихоти. «Завтра я вручу знамя человеку, от руки которого Аллах дарует победу». Это первая благая весть. Аллах дарует победу через этого человека. Аллаху Акбар. Вторая благая весть. И каково же достоинство и заслугу? И какое же достоинство и заслугу она в себя включает? Клянусь Аллахом, он любит Аллаха и Его посланника. Это обычное дело. Все мы, иншаллах, любим Аллаха и Его посланника. Многие мусульмане могут искренне заявлять о том, что они любят Аллаха и Его посланника. Однако посмотри на то, что потом. Он любит Аллаха и Его посланника, и Аллах и Его посланник любят Его. Аллаху Акбар. Насколько же велико это достоинство, и как огромна эта заслуга. Как благородно то, что правдивый пророк, который не говорит по своей прихоти, объявляет о том, что Всевышний Аллах любит этого предводителя, которому завтра он вручит знамя, и что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, любит этого командующего, через которого Аллах дарует мусульманам победу, и которому завтра пророк даст нести знамя. Великое и важное дело. Все сахабы в тот день стремились к тому, чтобы их назначили амирами. В риваяте Муслима говорится, что Умар, аскет, богобоязненный, чистый и праведный человек, сказал: «Клянусь Аллахом, я желал быть амиром только в тот день.
Клянусь Аллахом, я желал быть амиром только в тот день. Я надеялся, что меня позовут туда. Хадис привели Бухари и Муслим. Из хадиса Сахль бин Саад ас-Саиди. «Завтра я дам знамя человеку, через которого Аллах дарует победу. Он любит Аллаха и его посланника, и Аллах и его посланник любят его». Сахабы хотели быть назначенными главнокомандующими. Чтобы достичь этой чести и достоинства, то есть чтобы Аллах и его посланник любили их. Сахль бин Саад говорит, утром следующего дня все соревновались друг с другом. Каждый командующий поднимал свою голову, чтобы его утвердил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вот стоит Умар, который никогда не желал быть назначенным амиром, кроме как в тот день. И внезапно тишину нарушил голос посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Все взоры устремились к нему. Люди прислушивались. Кто же будет тот, через которого Аллах дарует мусульманам победу над крепостью Хайбар? Кто же тот, кто любит Аллаха и его посланника, и кого любит Аллах и его посланник, по свидетельству правдивого пророка, который не говорит по своей прихоти? Тишину прервал голос правдивейшего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который говорил: «Где Али ибн Аби Талиб? Аллаху Акбар! Где Али ибн Аби Талиб? Он сегодня будет главнокомандующим, и он будет победителем. Он тот, кто любит Аллаха и его посланника, и кого любит Аллах и его посланник. Сподвижники ищут Али, но его сегодня нет. Он не пришел. Аллаху Акбар! А где же Али? У него болят глаза, о посланник Аллаха! Боль в глазах помешала ему прийти сегодня. Позовите его». И люди пришли к Али, да будет доволен им Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, протер его глаза, и у него все прошло, так, как будто бы ничего и не было. Да благословит Аллах и приветствует правдивого пророка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, протер глаза, и у него все прошло, как будто бы ничего и не болело. Затем он вручил ему знамя, и Али, да будет доволен им Аллах, сказал, как приводится в риваяте Муслима: «Ради чего мне сражаться с этими людьми, о посланник Аллаха?» И он ответил: «Сражайся с ними до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Если они сделают это, то защитят от тебя свою жизнь, свое имущество, после чего это будет доступно для других только по праву, а расчет с ними произведет Аллах». В риваяте Аль-Бухари Али говорит: «Ради чего мне сражаться с этими людьми, о посланник Аллаха?» И тот ответил ему: «Сражайся, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Если через тебя Аллах наставит хотя бы одного человека, то это будет лучше для тебя, чем красные верблюды». И Али ибн Аби Талиб, лев Аллаха, герой и победитель, ринулся в бой. И вскоре возвысился победный клич: «Аллаху Акбар! Повержен Хайбар! Аллаху Акбар! Повержен Хайбар!» В 9 году по хиджре. И я прошу прощения за то, что я так кратко все это рассказываю, хотя тема очень длинная и величественная, наполненная бедами и невзгодами, бедностью и довольством, как я уже говорил. Я говорю, что в 9 году по хиджре пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел в поход на Табук. Погода была знойной, жара плавила железо, скалы и камни. Отраженные солнечные лучи могли ослепить, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выходит на Табук, чтобы сразиться с этими глухими скалами на земле византийцев. Главным в Медине пророк оставляет Мухаммада бин Масляму, да будет доволен им Аллах. А над своей семьей и женами пророк оставляет за главным Али ибн Аби Талиба. В этот момент Али гневается и болезненно воспринимает это назначение. Он герой, победитель, предводитель, воин, муджахид. Он идет к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и говорит ему: «О посланник Аллаха, ты оставляешь меня над женщинами и детьми. Я лишаюсь участия в этом благородном деле, и ты оставляешь меня с женщинами и детьми?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и этот хадис приводится в обоих достоверных сборниках: «Недоволен ли ты тем, что займешь в отношении меня положение, которое Харун занимал перед Мусой, за исключением того, что после меня уже не будет пророков?» Аллаху Акбар! Послушайте это еще раз. Послушайте второй раз и третий раз. Будьте внимательными, чтобы весь мир узнал, что мы ставим Али, да будет доволен им Аллах, на его возвышенное место, и что абсолютно мы ни в чем не уменьшаем его достоинства и заслуги. Мы доказываем то, что пришло с достоверным далилем, со слов нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И даже в книге нашего Господа пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Разве недоволен ли ты будешь тем, что по отношению ко мне твое положение будет как положение Харуна по отношению к Мусе, за исключением того, что после меня
не будет пророков. Как же велико это достоинство и честь. Уважаемый зритель, я не хочу слишком долго останавливаться на первой части жизни имама. Давайте же быстро перенесемся к болезненным событиям, в которых пролилась кровь, и на мелкие кусочки разрывались тела, чтобы вывести истину из скоплений лжи. Я не привожу истории или рассказы. Я говорю о назиданиях и поучениях для уммы. Даю уроки воспитания для нашей молодежи. Говорю об образце для подражания, для правителей и ученых, для мужчин и женщин. Да, пойдемте со мной, уважаемые зрители, чтобы извлечь истину из-под скоплений груды лжи. Ведь злобные, жаждущие мести люди и лицемеры и преступники задали один скверный вопрос. Они спросили: где был Али в тот день, когда восставшие преступники осадили дом халифа Усмана? Да будет доволен им Аллах. Среди этих вопрошающих людей были те, кто обвинили Али, да будет доволен им Аллах, в тайном сговоре с этими преступниками ради того, чтобы захватить халифат. Они решили, что говорят об обычном человеке, которого волнует только то, чтобы получить переходящие посты и занять мимолетные должности, как те люди, которые считают, что цели оправдывают средства, и что каждое средство дозволено, если через него они прибывают к их целям, даже если эти цели ничтожны или запрещены в исламе. Нет, нет. Этих людей воспитал правдивейший пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я говорю вам, о мусульмане, если каждый ученик в мире что-то перенимает от своего учителя, то представьте, что переняли те чистые, наивные, невинные люди, если их учителем был избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Если каждая педагогическая программа оставляет свой реальный воспитательный след на тех, кто по ней учился, то я прошу вас представить, какие следы могли остаться от манхаджа, по которому учились Али и другие сподвижники посланника Аллаха. Это Коран и Сунна. Что же вы говорите? Что болтают эти невежды, которые выдвигают свои несостоятельные заявления? Где был Али? Али был в Медине. Мало того, Али, да будет доволен им Аллах, вышел из своего дома, повязав голову чалмой нашего господина. Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он вышел с 70 сподвижниками. Среди них был Аль-Хасан и Хусейн, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Зубейр, Зубейр ибн Аввам, Абу Хурейра и многие другие. Они вышли к Усману, да будет доволен им Аллах. И во главе их был Али. Али ибн Аби Талиб, он сказал: «О повелитель правоверных, дай приказ, и мы сразимся. Клянусь Аллахом, если бы Усман разрешил им, они бы сражались, защищая его, да будет доволен им Аллах». Однако Усману, как я уже рассказывал до этого, было велено проявлять терпение и не сражаться. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовал его вестью о том, что он падет шахидом и попадет в рай. Я уже говорил об этом подробно. Али сказал ему: «Дай приказ, и мы сразимся, о повелитель правоверных». Клянусь Аллахом, я считаю, что эти люди тебя убьют. Терпеливый, чистый, богобоязненный и щедрый Усман ответил: «Я поклялся, что тот, на кого я имею право, вложит ножны в свой меч и вернется к себе домой. Я не хочу встречаться с Всевышним Аллахом, когда бы на моей совести была пролита хоть одна капля крови мусульманина». Усман, да будет доволен им Аллах, повелел всем своим слугам и даже вольноотпущенникам вложить в ножны свои мечи и не сражаться. Усман, да будет доволен им Аллах, отказался от просьбы Муавии оставить Медину и отправиться в Шам, чтобы Муавия защищал его там. Он сказал: «Я не хочу изменять близость к посланнику Аллаха». Усман отказался тогда, когда Муавия захотел отправить к нему на помощь многочисленное войско. Муавия был наместником в Шаме. Усман не хотел, чтобы это войско в Медине теснило сахабов посланника Аллаха из числа мухаджиров и ансаров. Усман ибн Аффан, этот гигант, мир не знает того, кто был бы подобен ему. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы халифат сохранил свое место. Если бы Усман, да будет доволен им Аллах, отказался от халифата, как об этом заявляют некоторые люди, многие бы решили, что халифат — это игрушка, и каждый бы выходил против имамов мусульман, избранных, тех, кому была дана и принесена присяга, в любое время, когда бы захотел, чтобы сместить или убить его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Кто призовет кому-либо из людей, чтобы он стал правителем, к себе или к кому-либо из людей, в то время, когда у них уже есть имам, над ним прибудет проклятие Аллаха, и его нужно убить». Усман, да будет доволен им Аллах, терпел. И Али ибн Аби Талиб вернулся, исполняя приказ Усмана, да будет доволен им Аллах. Он не сражался, хотя и был правдив в своих словах.
которыми он обратился к Усману. Али вернулся в мечеть, и люди потребовали от него, чтобы он прочитал намаз с ними в качестве имама. Он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я не буду молиться имамом, пока настоящего имама осадили». Имам Али, да пребудет над ним довольство Аллаха, отказался быть имамом в намазе, быть имамом в людей в тот момент, когда Усман находился в осаде. Усман, да будет доволен им Аллах, был убит. Если бы лицемерные преступники подождали несколько дней, Усман бы умер от жажды, в то время как он являлся владельцем колодца Ар-Рума, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Усман, да будет доволен им Аллах, умер. И произошла одна из самых страшных смут. Произошло одно из самых кровавых и ужасных событий в исламской истории. Этот прецедент был первым в своем роде. Лицемеры и злобные преступники осадили дом халифа и убили его, выдвинув против него ложные обвинения, о которых я уже говорил в предыдущей серии, когда мы говорили об Усмане, да будет доволен им Аллах. Итак, Усман был убит. Медина оказалась под влиянием этих криминальных, преступных лицемеров, убийц Усмана. В течение 5 дней Медина оставалась под влиянием Аль-Гафки, убийцы Усмана. Можете ли вы себе это представить? Когда все сподвижники, мухаджиры и ансары, они кричали: «Правление достоин только Али! Его достоин только Али», то есть халифата. Истина. И истину я говорю, что на лице земли в то время не было человека, который был более достоин халифата, чем Али. Да будет доволен им Аллах. Али согласился с мнением мухаджиров и ансаров и решил, что ему обязательно нужно присягнуть. И люди давали присягу Али. Да будет доволен им Аллах. Вы только послушайте, кто ему присягнул. Тальха, Аз-Зубайр. Люди в Медине присягнули Али. Внимательно послушайте эти подробности. Присягнули Тальха и Зубайр. И солгали те, кто заявили, что Тальха и Зубайр не дали присягу Али, да будет доволен им Аллах. Нет. Тальха и Зубайр присягнули, как и остальные сподвижники. Хорошо. Слушайте внимательно дальше. Посмотрите на начало разногласий. На начало слепо-глухонемой фитны, в которой пролилось много чистой и невинной крови, и было порублено много тел, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у высокого и великого. Через 2 дня после присяги Тальха и Аз-Зубайр вошли к Али, да будет доволен ими Аллах, и потребовали от него, чтобы он наказал убийц Усмана. Слушайте внимательно, что я сейчас скажу. Тальха и Зубайр потребовали от Али, да будет доволен им Аллах, привести в исполнение наказания для убийц Усмана. Муавия ибн Абу Суфьян, да будет доволен им Аллах, в Шаме отказался давать присягу Али. Почему? Он что, хотел быть халифом? Нет, никогда. Он потребовал от людей, чтобы они присягнули ему, чтобы он стал халифом после Усмана? Нет. Вовсе нет. Абсолютно нет. Так чего же он хотел? Жена Усмана, Наиля, да будет доволен ею и им Аллах, отправила к Муавии, да будет доволен им Аллах, рубашку Усмана, в которой он был убит. Вместе с ней свои пальцы, которые были отрублены, когда она защищала Усмана. Рубашка дошла до Муавии. Когда же он увидел эту рубаху и пальцы Наили, он повесил рубаху на мимбар Дамасской мечети и сильно заплакал. Заплакали и сподвижники, которые были рядом с ним. И все люди заплакали и встали, чтобы присягнуть Муавии. На что присягнуть? На то, чтобы он стал халифом? Нет. Нет. Присягнуть о том, что и они требуют отомстить за Усмана и наказать его убийц. Послушайте, что я скажу. Ложь рассеяна в книгах. Я скажу, что, к большому сожалению, исламская история начала писаться только после распада Омейядского халифата. В начале истории Аббасидского халифата. Исламскую историю начали писать 3 группы людей. Первая группа — это группа тех, кто жил за счет своей писанины и пытался извлечь из всего этого выгоду. Такие люди есть везде и всегда. И эта группа исказила историю омейядов, начиная с Муавии, в интересах амиров аббасидов. Вторая же группа разделилась на 2 команды. Одна начала обожествлять некоторых сахабов и проявляла чрезмерность в любви к ним, а другая вынесла такфир некоторым сподвижникам и отнеслась к ним с нарочитой холодностью, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Что же касается третьей из этих групп, которые занялись записыванием исламской истории, то это группа ученых из Ахли Сунна, как Ибн Касир,
имам ат-Табарани, Аль-Хафиз, Ибн Ас-Сакир, Ибн Аль-Асир и другие, из обытующих в то время положений, о которых я рассказывал, эти люди стали приводить в своих книгах все риваяты, все сообщения. Они писали всю информацию по этой теме. Однако каждый риваят они специально с умыслом приводили с иснадом, чтобы те, которые придут после них и захотят узнать, насколько достоверно все, что здесь написано, могли бы узнать об этом через иснад этого риваята, вынося хукм этому риваяту сначала по его иснаду, а затем по его матну. И таким образом те, кто не умели плавать, поплыли, читая книги этих честных, невинных людей. И в результате многие литераторы, мыслители, писатели, я не хочу сейчас называть имен, стали приводить все до конца под предлогом того, что это хадисы, которые есть в книгах Ахли Сунны, как Аль-Бидая ва Нихая, Тарих ат-Табарани, Тарих Аль-Хафиза ибн Ас-Сакира и других. Эти люди не узнали ничего о достоверности этих риваятов, не изучили ни иснад, ни матн этих риваятов, и тем самым нанесли огромный вред, не чувствуя этого, сподвижникам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Одним из самых опасных периодов в истории был искажен, сфальсифицирован. Да, был искажен самый опасный период истории из-за подобных лживых риваятов. Многие из тех, кто приводит, не смотрели на то, насколько они достоверны, так как они не имели знания о науке, изучающей достоверность передатчиков. Определить, насколько эти риваяты достоверны, могут только выдающиеся ученые, знающие о науке аль-джарх ва та'диль. Таким образом, история сподвижников была искажена. Это опасный период времени, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого. Послушайте вместе со мной, дорогие телезрители. Тальха и Аз-Зубайр вошли к Али. Да будет доволен ими всеми Аллах. Они потребовали от Али, чтобы он привел в исполнение наказание для убийц Усмана. Но он отклонил их просьбу. Али был факихом. Да, я всегда говорю, что одной искренности не хватает. Я также всегда говорю, что одного энтузиазма может быть недостаточно. Искренность и энтузиазм должны быть согласованы с шариатскими законами. Это дело нуждается в понимании, в фикхе, нуждается в знании. Кто же мог быть более знающим, чем Али? Кто имел понимание, подобное пониманию Али? Кто обладал таким же знанием, как Али? Кроме того, кто был настолько же благочестив, богобоязненным, как Али? Клянусь Аллахом, никто. Я скажу это перед Аллахом. Клянусь Аллахом, никто тогда не был лучше, чем Али. Али сказал: «У меня сейчас недостаточно силы, чтобы исполнить наказание убийц Усмана. В городах ходят разногласия». И он отклонил их требования. Тальха и Аз-Зубайр разгневались. Они покинули Али и ушли. Куда? В Мекку. Зачем? Чтобы встретиться с матерью правоверных Аишей. Почему Аиша покинула Медину и оказалась в Мекке? Она исполняла обряды хаджа. Там, в Мекке, она услышала о том, что Усман, да будет доволен им Аллах, был убит. Тогда мать правоверных Аиша вышла, чтобы поднять людей на то, чтобы они потребовали отомстить за кровь Усмана. Так она истолковала слова Всевышнего Аллаха: «Многие из ваших тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду». И мать правоверных Аиша вышла, и к ней присоединились Тальха и Аз-Зубайр, которые шли в Мекку. Мать правоверных хотела отправиться в Медину, чтобы заставить людей подняться. Тальха и Аз-Зубайр сказали: «С ними был Абдулла ибн Амир, которого Усман назначил правителем Басры». Абдулла ибн Амир, Тальха и Аз-Зубайр сказали: «О мать правоверных, мы ничего не можем сделать с этой невежественной чернью в Медине». Я Аллах. Это явное признание от Тальхи и Аз-Зубайра, да будет доволен ими обоими Аллах. Это ясное признание, что они не обладают достаточными возможностями и силой, с помощью которых они могли бы привести в исполнение казнь убийц Усмана, да будет доволен ими Аллах. Аиша спросила: «Тогда куда мы направляемся?» Они ответили: «В Басру». Они настаивали на этом и сказали: «Если слово мусульман объединится там, мы добьемся того, чего хотим. То есть мы заставим умму подняться, чтобы все потребовали отмщения за смерть Усмана, да будет доволен им Аллах». А сейчас послушайте меня очень внимательно. Я Аллах. Мать правоверных вышла вместе с Тальхом и Аз-Зубайром. Вокруг нее собралась большая группа людей, которые видели в ней жену посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В пути мать правоверных Аиша спустилась к колодцу, принадлежавшему Бану Амир.
и собаки начали лаять на нее. Тогда мать правоверных Айша сказала: «Что это за колодец? Что это за колодец?» И ей ответили: «Хауаб». Она сказала: «Я думаю, мне обязательно нужно вернуться». Этот хадис привел Ибн Аби Шейба с достоверным иснадом. Она сказала: «Я думаю, нам обязательно нужно вернуться». В риваяте имама Ахмада и в Муснаде Аль-Базара тоже с достоверным иснадом приводится хадис от Ибн Аббаса, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в один из дней сказал своим женам: «Да пребудет над ними довольство Аллаха». Послушай внимательно слова правдивейшего пророка, который не говорит по своей прихоти. В один из дней он сказал: «Кто-то из вас застанет день верблюда». Аль-Адбаб. Слово «Аль-Адбаб» обозначает «с густой шерстью». Кто-то из вас застанет день верблюда с густой шерстью. Она выйдет, и на нее будут лаять собаки Аль-Хауаба. Справа и слева от нее будет много убитых, и сама она спасется после того, как чуть было не погибнет. Я Аллах. Неужели ты не произнесешь салават на правдивейшего пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Нет, клянусь Аллахом, давайте послушаем этот риваят. Второй раз, чтобы ты узнал, что все эти слова сообщил нам правдивейший пророк, который не говорит по своей прихоти. В прошлой передаче я говорил, что он сообщил Усману о том, что он пойдет шахидом, обрадовал его вестью о рае, велел ему не снимать с себя рубаху, то есть халифат, велел ему не сражаться и обрадовал его смертью шахида. Это ясная тема, четкая картина. Да. Правдивый пророк, который не говорит по своей прихоти, сказал: «Кто-то из вас застанет день верблюда с густой шерстью. Она выйдет, на нее будут лаять собаки Аль-Хауаба. Справа и слева от нее будет много убитых, и сама она спасется после того, как чуть не погибнет». Айша сказала: «Я хочу вернуться». Но Тальха и Зубейр продолжали настаивать, говоря о том, что все они вышли только для того, чтобы все исправить и достичь примирения. И мать правоверных продолжила свой путь, да будет доволен ею Аллах. Они шли, пока не достигли Басры. Тогда Али, да будет доволен им Аллах, настоял на том, чтобы встретиться с Тальхом и Аз-Зубейром в Басре. Тогда Абдулла ибн Салям встал, схватился за повод своего верхового животного и заклинал его Аллахом, чтобы он не покидал город посланника Аллаха. Он говорил: «Я боюсь, о повелитель правоверных, что если ты выйдешь из Медины, в нее не вернется власть мусульман». Встал Хасан ибн Али, да будет доволен им Аллах, и заклинал своего отца Аллахом, чтобы он не выходил из Медины, чтобы столица халифата оставалась такой же, какой и была в эпоху его братьев Абу Бакра, Умара и Усмана. Али, да будет доволен им Аллах, настаивал на том, что нужно выйти, и сказал: «Клянусь Аллахом, я хочу лишь примирения». Доказательством его намерений стало то, что он вышел из Медины только с 1000 воинов. Когда люди узнали, что он вышел, к нему присоединились многие, и собралось большое количество людей. Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, прибыл в Басру и отправил к матери правоверных Айши Аль-Кака бин Амра, да будет доволен им Аллах. Из аманата знаний я скажу, что исследователь по достоверности хадисов и передатчиков имеет разногласия по поводу того, был ли Аль-Кака ибн Амр сподвижником. Есть люди, чье сподвижничество доказано, а есть такие, о которых не доказано, что они были сподвижниками. Если ты хочешь обратиться к этому исследованию, прочитай о нем в книге Аль-Хафиза ибн Хаджара, да помилует его Всевышний Аллах. Али, да будет доволен им Аллах, отправил Аль-Кака бин Амра к матери правоверных Айши. Аль-Кака сказал ей: «Мать моя, что заставило тебя прийти сюда?» Она ответила: «Клянусь Аллахом, я пришла сюда только для того, чтобы помирить людей, либо поднять людей для того, чтобы они потребовали мести и наказания за убийство Усмана». Он спросил ее: «Можешь ли ты позвать за Тальхой и Зубейром, чтобы они пришли?» Мать правоверных отправила за ними, и они прибыли. Аль-Кака сказал Тальхе и Зубейру: «Я спросил нашу мать правоверных, ради чего она пришла сюда, и она ответила, что пришла лишь ради примирения». Тальха и Азубейр сказали: «Клянемся Аллахом, мы пришли только ради того, чтобы примирить людей». Аль-Кака сказал: «Скажите мне, в чем должно быть это примирение?» Они ответили: «Чтобы Али убил убийцу Усмана, и чтобы они понесли положенное им наказание. Если же мы оставим их безнаказанными, тем самым мы оставим священный Коран». Аль-Кака бин Амр сказал: «Вы убили убийцу Усмана только из людей Басры, и из-за них разгневалось 6000 человек. Если вы оставите их, то попадете в то, о чем вы говорите. Если же вы убьете их, то произойдет фитна, которая будет хуже, чем первая». Вот это фикх, это понимание. Не мудро бить немые скалы. Мы только разобьем голову в кровь, а скалы останутся такими же, какими и были. Мать правоверных Айша сказала: «Так что же скажешь ты, о Каака?»
Он ответил: «Я считаю, что выход в усмирении. Так будьте ключами к благу. Не подвергайте нас бедам. То, что случилось, ужасно. Но Али отложил наказание убийц Усмана до тех пор, пока он сможет это сделать. Они сказали: клянемся Аллахом, если это действительно так, тогда мы договорились и примирились». Мать правоверных отправила Аль-Каака, чтобы он сообщил Али, да будет доволен им Аллах, что она вышла только для примирения и исправления, и что она хочет только то, чтобы убийцы Усмана были наказаны. Если это все так, тогда примирение достигнуто. Тогда две группы провели счастливейшую ночь. Однако была и другая группа, люди, в груди которых кипела ненависть. Это была группировка мерзкого и отвратительного иудея, Абдуллы ибн Саба, который абсолютно точно знал, что Али, да будет доволен им Аллах, лучше других знает книгу Аллаха. Он сказал своей скверной группе: «Али лучше других знает книгу Аллаха. Он соберет людей против вас. Все люди хотят нас убить». Некоторые из его людей сказали: «Если Али так сделает, мы присоединим его к Усману». Он сказал: «Тогда мы все будем убиты». До этого они заявили, что вышли против халифа только для того, чтобы вернуть право Али из-за того, что Усман якобы захватил халифат. Не по праву, воспользуемся хитростью. Что мы будем делать? Мерзкий ибн Сауда, Абдулла ибн Саба, сказал: он разделил свою группу на две части. Каждая из них он приказал ночью обрушиться на оба войска, группу Али и группу Тальхи и Зубейра. Вы представляете? Он разделил свою группу на две части. В первой части он приказал наброситься на группу Тальхи и Зубейра. В второй части он приказал напасть на группу Али. Да будет доволен ими Аллах. Каждая группа решила, что те слова, которые велись вчера, были величайшим обманом, игрушкой и забавой. Ночью завязалась битва. И это была верблюжья битва. Было очень много убитых. Мать правоверных, да будет доволен ею Аллах, тоже чуть не погибла. Но наступил фаджр. Наступило утро, обнажая эту трагедию. Сражение прекратилось. Али, да будет доволен им Аллах, был одним из самых лучших мужчин. Отправился к матери правоверных, жене посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы проведать ее и удостовериться, что с ней все в порядке. Самое удивительное, что я прочитал, дорогие телезрители, это то, что привели имамы Аль-Байхаки, Ат-Табарани, Аль-Хаким, имам Аль-Гайсами, которые сказали: передатчики заслуживают доверия. О том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в один из дней посмотрел на Аишу, затем посмотрел на Али, потом он улыбнулся, да благословит его Аллах и приветствует, а затем он сказал: «Али, возможно, между тобой и ей произойдет какое-то дело». Он сказал: «Что, о посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, тогда я буду несчастен». Он сказал: «Нет, но если это случится, поступи с ней хорошо». Да благословит Аллах и приветствует правдивого пророка, который не говорит по своей прихоти. Али отправился, чтобы исполнить завет посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он пошел к матери правоверных Аише и спросил: «Как у тебя дела, о моя мать?» Она ответила: «Хорошо». Он сказал: «Да простит тебя Аллах». Он дал ей все то, что ей было нужно. С ней он отправил Мухаммада ибн Аби Бакра, да будет доволен им Аллах. Это был ее брат. Она вышла из Басры в Мекку, потом из Мекки в Медину, после чего уже никогда не покидала свой дом до самой смерти. Она вспоминала тот день и плакала так сильно, что ее платок намокал от слез. Что касается Али, то когда он увидел, как Тальха лежит на земле мертвый, что Аз-Зубейр, да будет доволен ими обоими Аллах, тоже мертв, он начал очень сильно плакать. Он сказал: «Клянусь Аллахом, о Аллах, я свидетельствую перед тобой, что я этого не хотел. О Аллах, я свидетельствую перед тобой, что я этого не хотел. О, как бы я хотел умереть за 20 лет до наступления этого дня». Однако Аллах предопределил другое и совершил то, что пожелал. Али, да будет доволен им Аллах, отправился в Шам. В Шам, чтобы встретиться с Муавией. Гонец Али потребовал от Муавии, чтобы он принес присягу Али. Муавия собрал глав Шама и обратился к ним за советом. Они отказались давать Али присягу, пока он не убьет убийц Усмана, либо не передаст убийц Усмана Муавии, потому что он более других имеет право на них и желает их казни. Али отказался. Да будет доволен им Аллах. Фитна вспыхнула еще раз. Началось сражение. Развернулось жестокое сражение. И битва должна была закончиться победой группы Али. Если бы группа людей из Шама не подняла бы мусхаф и Корана на кончики копий и мечей,
и не произнесла: «Между нами и вами книга Аллаха». Группа Али из Ирака и других мест сказала: «Мы обращаемся на суд книги Аллаха». Али, да будет доволен им Аллах, потребовал от них продолжать сражение, так как битва должна была скоро закончиться. Но эти люди отказались, и он лучше других знал книгу Аллаха. Али, да будет доволен им Аллах, согласился с их мнением, и сражение прекратилось. Слушай внимательно, что было дальше. Сражение прекратилось. Тогда появилась другая фитна в армии Али. И это была одна из самых страшнейших смут. В армии Али появилась скверная группа. Те, которые помогали Али сражаться вместе с ним, это были хариджиты. Это было настоящее начало выхода хавариджей. Они выступили против Али, да будет доволен им Аллах. Вы удивитесь, если я скажу вам, что они вынесли такфир Али, да будет доволен им Аллах. О Аллах! Они обвинили в неверии Али. За что? Почему? Они сказали очень скверные слова. Они цитировали слова Али, слова истины, посредством которых они желали лжи. Они сказали: решение принимает только Аллах. Воистину суд принадлежит одному Аллаху. Это истина. Однако этими словами они хотели ложь. Они вынесли Али такфир, потому что, когда бой остановился и начался суд по книге Всевышнего Аллаха, в качестве своего представителя он выбрал Абу Муса аль-Ашари, а Муавия ибн Абу Суфьян выбрал Амр бин Аляса. Да будет доволен ими всеми Аллах. Он принял этот суд, и они сказали: ты выбрал судьями в религии Аллаха людей. Какой позор им и стыд! Ты выбрал судьями в религии Аллаха людей. Они приняли решение, что Али стал кафиром, и сказали, что решение может принадлежать одному Аллаху. Также они выдвинули другие ничтожные сомнения. Они сказали: ты сражался с людьми, то есть имели в виду группу Тальхи и Зубейра, но не захватил их имущество и не взял в плен их женщин. Если они были мусульманами, тебе изначально запрещено было бы с ними сражаться. Если же они кафиры, то тебе разрешено брать их имущество и женщин. Далее на суде ты отказывался описывать себя как амир верующих. Если же ты не амир верующих, значит, ты амир кафиров. Я Аллах. Будьте внимательны, молодежь. Смуты, связанные со страстями, опасны. Я не преуменьшаю их значение. Однако смуты, связанные с сомнительным и с сомнениями, еще более опасны. Человек может жертвовать жизнью ради опасного, никчемного и сомнительного дела, которое не имеет ни веса, ни достоинства. При этом человек абсолютно уверен, что так он помогает религии Аллаха. Он может выносить такфир без всякого права, может обзывать человека бедатчиком, говорить о том, что человек грешник. По причине сомнения он может убивать из-за этого сомнения. При этом он представляет, что он будто бы помогает религии Аллаха. Убийца Усмана говорил: я убил Усмана и проткнул его кинжалом 9 раз. 6 раз из-за того, что я лично имел против него, и 3 раза ради Всевышнего Аллаха. И нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Его убивают во имя Аллаха. Усмана убивают во имя Аллаха. Кровь проливается во имя религии. И все из-за ничтожных сомнений. Как прекрасно сказал Ибн Каим: разве впали мурджииты, хариджиты, муаттазилиты, рафидиты и остальные группы бедатчиков в то, во что они впали, кроме как по причине неправильного понимания об Аллахе и Его посланнике? Воистину, неправильное понимание Аллаха и Его посланника – основа всех нововведений и заблуждений, которые возникали в исламе с древних времен и по сей день. Поэтому я сегодня обращаюсь к умме. Я особенно обращаюсь к нашей молодежи, чтобы они не торопились при подобных бедствиях. Им нужно обратиться к истинным ученым. Нам никогда не следует косо смотреть на ученого, если он дает фетву, которая исходит из книги Аллаха или из сунны посланника Аллаха, даже если она не совпадает с нашими страстями. Ученые видят фитны еще задолго до того, как они получаются, а невежды видят фитны уже только после того, как они произошли и все уничтожили. Обратись к истинным ученым, и по милости Аллаха наша умма никогда не останется без ученых, какое бы то ни было время и где бы это ни происходило. В моей умме будет оставаться группа, которая стоит на велении Аллаха. Не принесет ей вред тот, кто оставит их без помощи, или тот, кто выступит против них, пока не наступит приказ Аллаха, и они будут на истине. Этот хадис есть в 2 сахихах. Да, уважаемые зрители, к ним пошел Ибн Аббас. Они оставили армию Али. Оставили Али и вынесли ему такфир из-за этих ложных обвинений. Посмотрите на свет знания, рассеивающий тьму сомнений. Ибн Аббас пошел к ним и сказал: что вы говорите о сыне дяди посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? И они сказали:
много чего. И упомянули то, о чем я недавно говорил. Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Если я отвечу вам аятами из книги Аллаха и хадисами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, останетесь ли вы довольны?» И они ответили: «Да, клянемся Аллахом». Ибн Аббас сказал: «Что касается первого, что вы говорите, что он сделал судьями людей для религии Аллаха, в то время как решение может принимать только Всевышний Аллах, то ведь Всевышний Аллах поставил судьями людей относительно зайца, чья цена была 1/4 дирхама. Они спросили: где это в Коране? О, Ибн Аббас. Он ответил в слова Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу, находясь в храме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием ему за это будет скотина, подобная той, что он убил. Выносят решение о ней 2 справедливых мужей из вас. Скажите мне, заклинаю вас Аллахом, что же важнее, назначение человека судьей по поводу пролития крови мусульман, либо назначение людей судьями для зайца, чья цена 1/4 дирхама?» Они сказали: «О Аллах, назначение судьями для пролития крови мусульман — это важнее и первичней». Он продолжал: «Всевышний Аллах ставил судьями в Коране людей для примирения между мужем и женой. То отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи». Мы закончили с этим вопросом? Они ответили: «Да, о Аллах». Второе, что Али сражался с людьми, но не взял ничего в трофеи и не захватил в плен их женщин. Ибн Аббас спросил: «Вы бы хотели, чтобы он захватил в трофей имущество матери правоверных Айши, а ее саму взял в плен, а ее саму взял в наложницы? Если вы скажете «да», значит вы стали кафирами, потому что мать правоверных — это и его мать, так как Всевышний Аллах сказал: пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены — их матери. Вы хотели бы, чтобы он взял вашу мать в плен, а ее вещи взял как трофеи?» Они ответили: «Нет». Он сказал: «Третье, что он отступился от звания амира правоверных. Посланник Аллаха отступился в день Худайбии от того, чтобы его описывали как посланника Аллаха. Али, да будет доволен им Аллах, записывал договор. Он сказал ему тогда: «О Али, давай напиши договор между мной и ими. Пиши: во имя Аллаха милостивого и милосердного». Сухайб ибн Амир сказал: «Что касается Ар-Рахмана, то я не знаю, кто это такой. Напиши так, как ты писал раньше. С именем твоим, о Аллах». Сподвижники сказали: «Нет, клянемся Аллахом. Мы напишем только Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Пророк же им сказал: «Али, напиши с именем твоим, о Аллах». Это то, что порешил Мухаммад, посланник Аллаха, для курайшитов. Сухаиль ибн Амир сказал: «Если бы мы знали, что ты посланник Аллаха, мы не запретили бы тебе пойти к Каабе и не сражались бы с тобой. Напиши, это то, что порешил Мухаммад ибн Абдулла». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, я посланник Аллаха, даже если вы считаете меня лжецом. Али, сотри слова посланника Аллаха». Он сказал: «Нет, клянусь Аллахом». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказал ему показать, где написаны эти слова. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стер их своей рукой и сказал: «Напиши, это то, что порешил Мухаммад ибн Абдулла». В другой версии, которая приводится в 2 сахихах, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Али: «Али, сотри слова посланника Аллаха», а затем добавляет: «Возможно, в один из дней тебе придется поступить так же». В результате, уважаемые братья, Ибн Аббас вернулся более чем с 6000 человек, которые до этого диспута выносили Али такфир. Поэтому я советую нашей молодежи не торопиться и не бросаться в омут с головой, а при любой беде обращаться к истинным ученым, покориться истине, которую Аллах устанавливает на языке этого правильного ученого, даже если фетва этого ученого противоречит страстям молодого человека, потому что ученый не продает свою религию за мирское. Это абсолютно невозможно, чтобы ученый от Бога продал свою религию за что-то презренное из этой дуни, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Да, уважаемые зрители, начался суд. Я расскажу вам о нем очень кратко. Во время суда люди говорили опасные и очень скверные слова. Да, но я упомяну риваят, который приводится у имама ат-Табарани. От Абу Михнафа передается, что ему рассказал Абу Джаннаб аль-Кальби, что Абу Муса аль-Ашари и Амр бин Аляс собрались в Думат аль-Джандаль. Они договорились о том, что Али и Муавия откажутся от притязаний на халифат. Это первая ложь. Это лживый риваят, что Али и Муавия откажутся от халифата. Муавия не заявлял о том, что он халиф, поэтому и не мог отказаться от халифата. Он не требовал от людей присяги как к халифу. Он не был им, поэтому просто не мог отказаться от халифата. В общем, якобы они договорились об этом. Амр бин Аляс предложил Абу Мусе говорить первому, каждый раз как бы толкая его вперед и говоря: «Ты старше меня, ты сподвижник посланника Аллаха» и другие скверные слова, которые упоминаются в этом риваяте. Дальше говорится, что Абу Муса
был простаком. Хауля валя куата илля билля. Когда Абу Муса вышел вперед, и люди приготовились выслушать слова этих двух судей, по вопросу решения которого в то время ожидала вся умма, Ибн Аббас сказал Абу Мусе аль-Ашари: «Не выходи первым, о Абу Муса. Пусть первым пойдет Амр бин Аляс. Воистину Амр — человек вероломный». Якобы так сказал Ибн Аббас. Ля хауля валя куата илля билля. Абу Муса сказал ему: «Молчи, о Ибн Аббас. Мы уже договорились». Потом Абу Муса подошел, восхвалил Аллаха и сказал: «Мы с моим товарищем, то есть с Амром, посчитали, что надо сместить Али и Муавию и сделать так, чтобы совет мусульман выбрали того, кого захотят». Потом встал Амр бин Аляс, восхвалил Аллаха и сказал: «Вы слышали, что сказал мой товарищ? Он смещает своего товарища Али. Я смещаю его товарища так же, как и он». Некоторые риваяты говорят, что у него было кольцо, и он установил кольцо на его пальце. И я утверждаю халифа Муавию. Когда это услышал Абу Муса аль-Ашари, он сказал: «Ты поступил вероломно и распутно. Ты подобен собаке. Если ты ее прогоняешь, она высовывает язык. Если ты ее оставишь в покое, она тоже высовывает язык». Амр сказал: «А ты подобен ослу, который везет на себе много книг». Субханаллах, что это? Что это за заблуждение? Что это за глупая болтовня и вздор? Что это за ложь? Клянусь Аллахом, такое не исходит даже от обычных верующих. Так как же это могло произойти с подвижниками господина пророков и посланников? О верующие, о мусульмане, о умма единобожие! Этот риваят не является достоверным ни по своему иснаду, ни по своему матну. Это ложный риваят. Что касается Абу Михнафа, то Аз-Захаби сказал о нем, что он лживый передатчик. Имам в науке о достоверности цепочек Яхья ибн Маин сказал: он не является заслуживающим доверия. Он не является заслуживающим доверия. Про него сказал Абу Хатим, один из больших имамов науки достоверности передатчиков хадисов. Он матрук. Когда про него спросили, он сказал: как может кто-то спрашивать о нем? Как может кто-то спрашивать о нем? Это первый человек. Абу Михнаф Люд бин Яхья. Фокусник. Ля хауля валя куата илля билля. Что же касается Абу Джанаба аль-Кальби, то Аль-Бухари, Ан-Насаи, Аз-Захаби, Абу Хатим и другие сказали о нем, что он даиф, слабый передатчик. Иснад с ним слабый, недостоверный иснад, ложный иснад. Что касается матна этого хадиса, то это самая лживая ложь. Хадис абсолютно недостоверен. Этот риваят обвиняет Абу Муса аль-Ашари в том, что он глупец. Ля хауля валя кувата илля билля. Это он-то простофиля. Абу Муса аль-Ашари был один из тех, кто выучил наизусть весь священный Коран еще при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Муса аль-Ашари постоянно сопровождал любимого пророка. Абу Мусу аль-Ашари пророк назначил на Забид и Адан. Умар ибн Хаттаб назначил его правителем Басры. Усман ибн Аффан оставил его правителем Басры, а затем дал ему Куфу, когда Усман был убит. Али, да будет доволен им Аллах, утвердил его наместником Куфы. Я спрашиваю, Абу Мусу аль-Ашари назначают посланник Аллаха, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али ибн Аби Талиб, и при этом он глупец и простофиля, который ничего не понимает и все делает неправильно, не может правильно взвешивать дела. Это ложь. Это недостойные слова. Абсолютно. Пожалуй, самое красивое, что сказал Умар ибн Хаттаб про Абу Муса аль-Ашари. Абу Муса — каис. Каис, то есть человек умный, разумный, благоразумный и проницательный. Так как же этот риваят говорит, что такой великий сподвижник, как Абу Муса аль-Ашари, был глупцом и простофилей? Затем этот риваят обвиняет Амру бин Аляса в том, что он был обманщиком, которого не сдерживала религия и благочестие, и что он не боялся Всевышнего Господа, что он якобы делал все только ради дуньи. Этот риваят представляет Амру бин Аляса, да будет доволен им Аллах, так, как будто бы у него цель оправдывает любые средства. Это скверный путь. Эти люди забыли, что благой вестник и увещеватель похвалил Амру бин Аляса удивительнейшим образом. Об этом приводится хадис с хорошим иснадом в муснаде имама Ахмада. И шейх Альбани, да помилует его Аллах, назвал этот хадис хорошим. Кроме того, в риваяте от Тирмизи некоторые мухаддисы назвали иснад хадиса достоверным. Передается о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: люди приняли ислам, покорились, а Амру бин Аляс уверовал. Да, Амр бин Аляс пришел после Худайбии мусульманином, покорившимся по своей воле. Да, его вера была явной и очевидной. Более того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил его амиром при своей жизни и сделал его главнокомандующим в битве Ас-Саласиль. Как мог пророк назначить человека коварного,
хитрого обманщика, безнравственного. Побойтесь Аллаха. Это сподвижники пророка. Затем ложный риваят упоминает, что Муавия ибн Абу Суфьян, да будет доволен им Аллах, якобы читал дуа в намазе. «О Аллах, прокляни Али! О Аллах, прокляни Аль-Хасана! О Аллах, прокляни Аль-Хусейна! О Аллах, прокляни Ибн Аббаса!» А Али ибн Аби Талиб якобы вставал на фаджр и говорил: «О Аллах, прокляни Муавию! О Аллах, прокляни Амра!» Разве подобает такое поведение кому-либо из верующих? Ты можешь поверить, что я могу проклясть одного из наших имамов в наше время, что я проклинаю одного из ученых? Аузу билля, ты веришь этому? Можешь ли ты поверить, что я поношу одного из наших шейхов? Так как же мы можем поверить в подобное, если оно исходит от одного из самых чистых и благородных созданий Аллаха, после пророков и посланников, от сподвижников, имама всех пророков и господина богобоязненных, да благословит его Аллах и приветствует? Это ложные слова, это настоящее невежество, это слабина в религии. Более того, нет религии у того, кто обвиняет сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этот риваят не является достоверным ни в своем иснаде, ни в своем матне. Абсолютно все эти слова лживы. Самое красивое, что я читал, это то, что привел от Даракутни с хорошим иснадом, то Худейн бин Аль-Мунзир, и это заслуживающий доверия табиин, сказал, что однажды он спросил Амру бин Аляса о том суде. И Амру бин Аляс сказал: «Клянусь Аллахом, люди сказали то, что сказали, и все было не так. Я спросил Абу Муса аль-Ашари, каково его мнение, и он сказал: я считаю, что вопрос должна решить шура, состоящая из тех, кем был доволен посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда умирал. Я сказал Абу Мусе аль-Ашари, что ты скажешь обо мне, и о Муавии. Он ответил: если мы обратимся к вам за помощью, то в вас помощь. Если мы обойдемся без вас, то нам достаточно повеления Аллаха. Так и надлежит вести себя с подвижником посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Что касается того, чтобы говорить об этой лжи, то нет, клянусь Аллахом. Я не хочу говорить слишком долго. Таким был Али ибн Аби Талиб. Убит рукой скверного кафира. Убит в то время, как он будит людей на фаджр намаз. Да, он делал это сам, чтобы лично разбудить людей на утреннюю молитву. Льва несут в его логово. Кровь течет. Али просит, чтобы его дети собрались вокруг него. Он на смертном одре. Он дает им дорогое завещание: бойтесь Аллаха и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Держитесь за верфь Аллаха, все вместе, и не разъединяйтесь. Бойтесь Аллаха в отношении Корана. Пусть никто не опережает вас в благих делах. Бойтесь Аллаха по отношению к беднякам и обездоленным. Привлекайте их в вашей жизни и в вашем имуществе. Пусть вас не страшит порицание порицающих. Приказывайте совершать одобряемое и запрещайте порицаемое. Он продолжал повторять шагаду «Ля иляха илlallah, ля иляха илlallah» до тех пор, пока его душа не отправилась к своему Господу и покровителю в райские сады, среди рек, на седалище истины, возле всемогущего властелина, по свидетельству правдивейшего пророка, который не говорил по своей прихоти: Абу Бакр в раю, Умар в раю, Усман в раю, Али в раю, да будет доволен ими всеми Аллах. Аллах оказал свою милость этой умме посредством Аль-Хасана ибн Али, который отказался от халифата, чтобы не пролилась кровь мусульман. Эту благую весть сообщил верный, правдивый пророк, как об этом приводится в Сахихе Аль-Бухари. Однажды пророк взял Аль-Хасана, посадил его на мимбар, смотрел то на людей, то на Аль-Хасана. Затем сказал: «О люди, этот мой сын и господин, и посредством него Аллах примирит две огромные группы мусульман. Пророк не вывел ни одну из этих групп из ислама. Наш Господь не вывел их из имана. Если две группы верующих сражаются между собой, дорогие братья и сестры, расторгните договоры с заблудшими, сторонитесь поносящих и не идите по дороге вероломных. Следуйте по дороге тех, кто идет по правильному пути. Прекратите говорить о тех спорах, которые произошли между сподвижниками господина посланников. Я прошу Аллаха даровать мне успех в этом кратком рассказе, в том, чтобы я объяснил некоторые истины. Осталось ли то, что я могу рассказать об Али? Я прошу прощения у Аллаха. Разве я что-то рассказал про него? Я прошу Всевышнего Аллаха собрать нас вместе с ним и с подвижниками нашего пророка в садах блаженства из-за нашей любви к нему и к ним. Даже если у нас есть упущение в наших делах, воистину он может это сделать. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников, и да воздаст вам Аллах всем благом. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. صابح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العالية